Утро доброе, дорогие телезрители. Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите самую раннюю, самую добрую семейную программу «Утро Якутии». В студии работает сегодня Руслан Ачиров и Дарьян Кехова. Ну и сегодня в нашей программе главная ярмарка вакансий Республики «Работа России». Стартует прямо сегодня. Мы расскажем, как найти работу мечты за один день. Плюс будет у нас гид по Библионочи, где кормить будут блюдами писателей. И заглянем в мир холодного оружия. Выставка ДНК клинка глазами мастера из Бурятии. А еще зарядка на свежем воздухе, секретный маринад для шашлыков и IT-фестиваль с рок-концертом и стендапом. Такой очень насыщенный пятничный эфир, интересные гости, полезная информация, какие-то секретики. Ну, в общем, советую вам оставаться в ближайший час вместе с нами. Я думаю, вы однозначно проснетесь и зарядитесь энергией на весь рабочий день. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 4 градуса. В Заречной группе плюс 9, минус 8. В южных 1,5 ниже 0. В Вилюйской группе 3, минус 15, Нижнеленских до 18 градусов мороза. В западных плюс 4, минус 13. В Колымандигирской группе Улусов до 18 градусов мороза, в Янских до 22 ниже 0. На северо-западе 3, 27 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, на дорогах гололедица. Температура воздуха ожидается до плюс 7 градусов. Ну что, теплеет с каждым днем. И сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Расширение программы льготной аренды жилья на все регионы РФ положительно повлияет на демографические показатели, так как сделает финансовое положение молодых семей более устойчивым. Такое мнение высказала член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. Кроме того, по мнению Уваркиной, масштабирование программы льготной аренды даст мощный синергетический эффект, который выходит далеко за рамки одного лишь квартирного вопроса. Сенатор напомнила, что по этой программе при поддержке Дома РФ востребованные специалисты на Дальнем Востоке и в Арктике могут арендовать квартиры по льготной ставке благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Состоялось пленарное заседание 10-го съезда Совета муниципальных образований Якутии. Перед делегатами стояла задача по выбору членов мандатной и счетной комиссии, а также нового председателя Совета муниципальных образований. Для участия в съезде в Якутск прибыло 340 делегатов со всех улусов республики. Напомним, с 2023 года лидером Совета был глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев. За это время была проделана огромная работа в части усовершенствования законодательства. Ее итоги легли в основу закона о местном самоуправлении. Основной интерес был направлен для решения вопросов сельского хозяйства. Очень много участников было. Были вопросы по актуальным проблемам муниципальных образований, также по социально-экономическому развитию районов вопросов было много. Ну и, конечно, основной, вопрос был направлен для оказания помощи в проведении специальной военной операции, чтобы победа как можно быстрее наступила. На сцене Саха академического театра кипит работа. Идут последние приготовления к премьере спектакля «Не сворачивая с прямого пути». До показа, посвященного выдающемуся государственному деятелю Гаврилу Чиряеву, осталось всего 2 дня. Представление, приуроченное к 101-летию со дня его рождения, основано на документальных событиях. Постановка охватывает весь его жизненный путь, начиная с показа детской жизни и наставления отца до 17-летнего руководства республикой. Автором пьесы выступила народный поэт Якутии Наталья Харлампиева, а воплотил исторический сюжет режиссер-постановщик Руслан Тараховский. Спектакль основан на архивных материалах и будет показана большая палитра его судьбы и работы.
во имя процветания республики, как он строил город Нерюнгри и всю вообще республику. И, ну, это исторический спектакль, поэтому будет интересно, думаю, вот и молодежи, которые интересуются историей, и, конечно, вот людям, которые жили в его время. Музей СВФУ представит новые находки из Якутского острога. Выставка посвящена Якутскому острогу как административному, хозяйственному и социальному центру конца 17-го, первой половины 18 века. Экспозиция последовательно раскрывает вопросы функционирования управления, организации хозяйственной деятельности, а также особенности повседневной жизни населения и механизмы культурной преемственности. Комплекс находок позволяет уточнить представление о характере дел производства в регионе. Так установлено, что в первой четверти XVIII века документация велась параллельно на бумаге и бересте. Кроме того, выявленные материалы свидетельствуют о географии торговых связей, о чем свидетельствуют находки коллекции китайского фарфора, крупнейшей среди раскопок русских городов. Мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас есть отличная новость. Сегодня по всей республике стартует Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России». Время возможностей. Тысячи вакансий, сотни работодателей, реальные шансы найти дело и освоить новую профессию. В Якутске центральной площадкой станет музейный комплекс «Россия. Моя история». Начало работы в 10 часов утра. О том, как будет организована ярмарка и кто может принять в ней участие, мы поговорим с нашей гостьей. В студии Айталина Захарова, руководитель Центра занятости Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Айталина, давайте начнем с самого главного. Чем удивите в этом году, да, и вот, допустим, ну, самое главное вообще в целом, какая программа будет? Спасибо. Как вы сказали, это будет отличная возможность для всех тех, кто сейчас на данный момент является безработным. Он здесь уже на месте может подобрать среди, сколько у нас сегодня заявлено? Более 300 работодателей заявлено по всей республике. Около 30 площадок будут раскинуты и будут представлять лучшие вакансии, которые есть на рынке труда. Безработные смогут найти себе работу по душе, по своим зарплатным предпочтениям. Ну и параллельно будет идти у нас фестиваль профессий, на который у нас уже школьники и выпускники будут изучать, смотреть, какие есть профессии, могут послушать, им ответить на их вопросы, ну и плюс потрогать, пощупать, да, и себя, так сказать, представить своей будущей профессии и, так скажем, уже выбрать свою карьерную траекторию. Большое количество работодателей, вакансий заявлено. А вот, на ваш взгляд, какие предложения сейчас самые интересные для жителей? Да, 300 работодателей у нас заявлено по всей республике, но большая концентрация, конечно же, у нас в столице, в городе Якутске. На самой большой площадке Якутска в музее «Россия. Моя история» на 2 этажах у нас будут раскинуты наши площадки. Значит, у нас будут проходить и дискуссии, консультационные блоки. Будут еще работать психологи, потому что для некоторых все-таки поиск работы является таким стрессовым, бывает. Да, они помогут успокоиться, покажут, как правильно себя презентовать работодателю, как правильно заполнить резюме, ну и в целом постараются психологически настроить на поиск работы. Говоря о вакансиях, ну тут, наверное, людям интересно, какие будут зарплаты. Зарплаты совершенно разные. Около 2000 вакансий, около, извиняюсь, 5000 вакансий будут уже представлены в городе Якутске, а зарплатная сетка раскинется от 80 до 300. И будут совсем разные профессии, начиная от рабочих, заканчивая начальниками цехов, главными бухгалтерами, главными врачами. Поэтому работа найдется каждому. Так интересно, да, столько вариантов. Тогда возникает сразу вопрос, правда ли, что вот можно прям день в день на месте прям найти работу, трудоустроиться? Конечно, мы собираем обратную связь, проводим аналитику. Да. По итогам прошлой ярмарки, прошлого года, устроились уже сразу на месте, предложения получили 800, около 890 соискателей уже на месте нашли. Наверное, там были люди, которые впоследствии уже обдумали, да, и через несколько дней опять повторно обратились с работодателем тоже. То есть, представляешь, за один день 890 человек трудоустроили. Это же так много, это целая компания огромная, так сказать, да? И интересно, значит, работает система, да, значит, отличные показатели, да, но а что ждет тех, кто, допустим, еще не определился с профессией, да? Есть ли смысл
приходить просто так посмотреть, допустим? Да, я думаю, тут у нас совершенно разные направления будут, да, поэтому мы не только подбираем работу, но и помогаем нашим гражданам, чтобы они определились со своей будущей профессией. К сожалению, бывает такое, что работа уже перестает удовлетворять, да, нравится, поэтому они приходят и просто, вот они уже работают, но они приходят на ярмарку и смотрят, какие предложения есть на рынке труда. Плюс у нас еще будут работать профориентологи, консультанты, психологи, вот они тоже будут им помогать в их в будущем, так сказать. Потому что работа все-таки это важнейшая часть нашей жизни, и наши центры занятости стараются помочь гражданам найти ту самую работу мечты. Как раз-таки ярмарка трудоустройства – это прекрасная, отличная возможность. Угу. Но вот если человек сомневается, идти или не идти, вот что бы вы ему сказали, и почему важно прийти именно сегодня, 17 апреля? Сегодня, 17 апреля, это вообще всероссийская ярмарка, да, как вы сказали, она проходит единовременно во всех регионах России, уже 3-й год проходит. И мы видим динамику положительную, что количество наших гостей растет с каждым годом. И все-таки это говорит о том, что актуальность остается. Сейчас рынок труда еще немножко сместился. Если несколько лет назад был рынок соискателей, да, он мог выбирать, да, ходить, а сейчас уже рынок работодателя, он превалирует. Поэтому это прекрасная возможность прийти и отобрать во все направления, попробовать себя, подумать. Поэтому и безработные, и те, кто работает, и школьники, и выпускники. Вот сегодня мы для них постараемся создать ту атмосферу, да, положительную, которой они могут воспользоваться, получить заряд энергии, и впоследствии стать нашими коллегами, партнерами и отличными работодателями. Ну а будут ли на ярмарке возможности, допустим, пройти какие-то обучения, курсы, возможно, может, переквалификация какая-то? Здесь есть? Обязательно. У нас будут площадки, у нас будут представлены учебные заведения, они будут рассказывать, какие профессии они преподают, обучают, передают. Будут мастер-классы проходить, будут дискуссионные площадки. Они смогут определиться, да, своей профессией и тоже попробовать себя в нем. Вот так. Давайте резюмируем. Да, сегодня, 17 апреля, с 10 утра на площадке музейного комплекса «Россия. Моя история» пройдет всероссийская ярмарка «Работа России». Все верно. Приходите, попробуйте, посмотрите. Как сказала Айталина, это выставка-ярмарка не только для тех, кто ищет работу, да, для тех, кто, возможно, работает, но ищет себя в чем-то новом, да, или для подрастающего поколения. Мы желаем вам, конечно же, успехов. Спасибо большое. Спасибо. Пусть ярмарка пройдет на ура. Спасибо. Да, Айталина, спасибо большое за такой подробный инструктаж. Мы желаем, чтобы сегодня в комплексе «Россия. Моя история» было шумно, многолюдно, и чтобы каждый нашел ту самую работу мечты. А мы тем временем заглянем в календарь. Давайте узнаем, какие еще знаменательные события произошли именно 17 апреля. Слово нашей традиционной рубрики «Дата и события». На календаре 17 апреля. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Международный день денег. Всемирный день гемофилии. По народному календарю Иосиф Песнопевец Ольховые смотрины. Песнопевцем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето. На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили ольховые смотрины. Искали подходящее дерево. Этот день в истории. В 1722 году в России введен налог на ношение бороды. В 1875 день рождения бильярдной игры «Снукер». 1941 русский авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал первый в мире вертолет-амфибию. 1968 в СССР впервые вышла в телеэфир передача «В мире животных». В этот день родились Никита Хрущев,
Советский государственный и политический деятель, глава СССР с 1953 по 1964 годы. Александра Дорохина, советская и российская актриса театра и кино. Валерия, советская и российская эстрадная певица, народная артистка России. Дженнифер Гарнер, актриса. Виктория Бекхэм, актриса и певица. Именины отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор. Ну что, от знаменательных дат, да, хотелось бы отметить, что и мы сами тем временем прямо сейчас вместе с вами делаем историю своей семьи, страны и так далее. Ну, можно посмотреть в окно, природа с этим абсолютно согласна, снега почти уже нет, и воздух пахнет свежестью. Нельзя упускать такую возможность напитаться энергией. Чтобы все весенние планы и возможности были вам по плечу, давайте встречать весну в тонусе. Наша уличная зарядка уже ждет нас. Выходим на разминочку, дышим глубже и готовимся к новому рабочему дню. Всем доброе утро! Сегодня снова мы находимся на свежем воздухе на нашем городском пляже. Мы решили снова снять зарядку для вас на улице. Итак, Тамара, моя помощница, будет выполнять упражнения в облегченной форме, опираясь на эту опору. А я же буду выполнять упражнения без перекладины. Это будет у нас усложненная форма. Итак, начинаем. Первое упражнение мы будем выполнять приседания. Тамара держится за рычаги и оттягивает таз назад. Шея у нас продолжение спины. Это упражнение очень хорошо для тех, у кого болят колени. Итак, мы делаем это упражнение 15-20 раз или 1 минуту. Я же просто приседаю. Обязательно мы дышим. Руки выводим вперед для равновесия. Улыбаемся. И раз, два, раз, два. Отлично. Следующее упражнение мы будем выполнять махи в сторону. Тамара будет держаться за рычаги, я же буду держаться на весу. Корпус у нас наклонен чуть-чуть вперед, шея продолжение спины и отводим ножку в сторону. Так выполняем 15-20 раз или 1 минуту. Я же буду стоять на одной ноге и отводить ножку в сторону. Это, конечно же, усложненная форма. Вам нужно обязательно хорошо держать баланс. Я могу еще добавить мах в сторону. Дышим, улыбаемся и работаем. Отлично. Не забудьте сделать это на обе стороны. И в завершении мы сделаем самое популярное и полезное упражнение – отжимание. Итак, мы становимся напротив рычагов, опускаем туловище вниз. Шея у нас опять же продолжение спины, ручки у нас вдоль корпуса. Так выполняем 15-20 повторений. Обязательно вдох и выдох. Когда мы себя выталкиваем, мы делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Это упражнение отлично подтянет вам ручки и ваши трицепсы. Наверное, скорее всего, такие перекладины есть в каждом дворе. Но если у вас такой перекладины нет, вы можете использовать столешницу на кухне. Итак, чем выше у вас опора, тем легче выполнять упражнения. Если вы еще не умеете отжиматься, то это самый лучший вариант. Конечно же, чем ниже, тем сложнее. Поэтому выполняйте зарядку обязательно. Выходите сейчас на улицы. Всех поздравляю вас с весной. Сегодня у нас замечательное солнце, и я дарю его вам. Замечательная зарядка. Ну а тем временем у нас в студии появился еще один гость. И будем мы рассказывать про очень интересную тему. Ведь уже завтра библиотеки по всей стране, включая Якутск, откроют свои двери в необычное время. 18 апреля пройдет Библионочь. Это уже 15-я всероссийская акция. И в этом году ее девиз «Единство народов. Сила России».
О том, что подготовили для гостей и чем на этот раз будут удивлять читателей, расскажет наша гостья. В студии Тина Илларионова, заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания. Доброе утро, Дина. Доброе. Что особенно вас ждет гостей в этом году? Но, вы знаете, каждое наше мероприятие, оно по-своему особенно. Такие крупные акции, как «Библионочь», они всегда имеют какие-то свои фишки, но главная особенность этого года — это про максимальное погружение. В этот вечер библиотека станет местом для встречи разных народов России. Библиотекари будут встречать гостей в национальных костюмах, но это не только про формальность. Мы представим уникальные традиции, даже аутентичную кухню, которую можно будет не только посмотреть, не только как-то визуально оценить, но и попробовать на вкус. Ну и также мы подготовили совершенно уникальный формат погружения в атмосферу детства. У нас будет тихий кинопоказ, то есть вместо вот этих ярких, громких спецэффектов у нас будет теплый свет проектора, будет стрекот пленки, то есть мы будем смотреть мультфильмы на пленке. Ну и кроме ретро-показов у нас будут еще серьезные работы документального характера, это и диалоги будут у нас, то есть мы не только показываем программу нашим читателям, посетителям, но и погружаем в процесс. То есть мы из обычного зрителя читателя превращаем в полноправного участника этого, скажем так, большого культурного праздника. Ну а на какой площадке пройдет «Библионочь», если вот мы говорим, будет тут, а где все происходить-то будет? Ну, это очень хороший вопрос, поскольку акция впервые пройдет не в библиотеке, это связано с предстоящим ремонтом. Пройдет она в Арктическом государственном университете. Это тоже центр города, что очень удобно, Орджоникидзе 4. Ну вот вы уже отметили, но хотелось бы заострить внимание, будет некий такой вот кулинарный еще, да, момент, то есть блюда, которые любили кушать классики, да, я правильно понимаю? Вот чуть поподробнее можете об этом рассказать? Мы подготовили любимые блюда великих классиков. Это будет такая эстетическая часть нашей программы, где можно будет посмотреть, чем вдохновлялись, что ели и какие блюда описывали в своих произведениях писатели. Но для тех, кто хочет, условно говоря, по-настоящему подкрепиться, мы подготовили гастрономический интерактив. То есть здесь уже можно будет на вкус попробовать все многообразие России, то есть это будет традиционная кухня. Здесь вот такое культурное погружение, оно будет иметь, ну, скажем так, реальный вкус. И, собственно, от нас, я думаю, никто голодным не уйдет, ни в буквальном смысле, ни в интеллектуальном. То есть такая достаточно интересная программа, да, можно будет и поесть, и мультфильмы посмотреть, да, и получить полезную информацию, и пообщаться, в первую очередь, с другими людьми, да. И сразу вопрос, да, называется «Библионочь». Это все будет происходить в ночное время? Не совсем, не совсем. Это будет проходить во второй половине дня, но до позднего вечера. До позднего вечера. А по вашему мнению, какое мероприятие вот, потенциально больше всего удивит гостей? Ну, мне как организатору и настоящему искреннему фанату нашего дела, ну, наверное, сложно выделить что-то одно, поскольку мы к каждому мероприятию все-таки подходим с душой, но если говорить про эффект вау, то, скорее всего, это контраст нашей программы, да, то есть это и ламповые истории, и энергия живых традиций, да, то есть в одном пространстве, в соседних площадках происходят такие вот, ну, разные по характеру, по динамике, по глубине мероприятия, да, то есть это ламповая история, опять-таки пленка, и в соседнем, к примеру, на соседней площадке это уже там показ мод, например, да, творческая лаборатория, мастер-класс. Вот у нас будет дизайнер и основатель бренда Аина Храмова, которая как раз-таки покажет, как древний головной убор ДЖБК превращается в ультрамодный аксессуар. Ну, и я думаю, что если вы спрашиваете про удивление, то
для тех посетителей, которые давно не были в библиотеке, все-таки они, я думаю, удивятся, что библиотека сегодня это не про тишину, про пыль, это все-таки про динамику, про современность, которая все-таки вот сохранила такую вот добрую атмосферу. Да? Я думаю, что каждый посетитель найдет для себя именно ту площадку, которая его удивит и, условно говоря, заставит его сердце биться чаще. Тина, вы сказали о том, что будут представлены разные национальности, да, разные культуры, да. Что касаемо вот Якутии, да, какие площадки будут посвящены именно культуре нашей республики? Такие площадки будут погружение в якутскую культуру, это будет переплетение истории, современности и науки с живыми традициями. Ну, выделю, наверное, документальный фильм у нас будет о государственном деятеле Гавриле Черяеве. Это будет такой честный разговор о том, кем и как строилась наша Якутия. Да? И символично, что режиссером этого фильма выступил наш коллега, сотрудник библиотеки Михаил Эверстов. Ну и, наверное, я бы выделила уникальную встречу с руководителем прославленного ансамбля «Гулун» Любовь Никитиной и кандидатом филологических наук Юрием Борисовым, где из первых уст читатели смогут услышать, узнать про сохранение нашего фольклора, про сохранение души северных народов. То есть еще можно будет и вступать в диалоги непосредственно со спикерами, да? Интересно, то есть пришел, посидел, да, походил, узнал новое, пообщался с людьми, ну и, конечно, как здесь не получить массу позитивных эмоций, про которые мы уже сегодня говорили, да? Ну а в целом, да, сегодня вот насколько вырос интерес вообще к библиотечным событиям, да, потому что мы знаем, что Национальная библиотека проводит очень много мероприятий в течение года, да? Люди приходят, им нравится это? Но такая тенденция есть, интерес есть, он растет. Это связано все-таки, наверное, с тем, что в последние годы библиотека — это не просто место для чтения, не просто место для получения знаний, не просто место для выдачи книг. Это все-таки уже такой полноправный, полноценный культурный хаб. Да? Это, наверное, связано все-таки с масштабной такой трансформацией самой концепции библиотеки, да, то есть там у нас происходит, скажем так, смена форматов тех же мероприятий. Мы давно уже не ограничиваемся только книжными выставками. У нас и проходят, как вы сказали, разные мероприятия, от лекций, там, мастер-классов и творческие лаборатории, и даже театральные постановки у нас в библиотеках проходят, да, и клубные объединения. Ну, то есть это такая интересная площадка и доступная среда для интересного досуга и для, ну, в общем, и для молодежи, и вообще для всех категорий людей. Это все-таки такая площадка для саморазвития и, ну, и для самовыражения. Спасибо. То есть сегодня читатель — это современный, это любознательный, это образованный человек, да, и, соответственно, какой-то, наверное, и с творческим каким-то потенциалом, потому что посещать такие мероприятия, это нужно тоже быть, наверное, немножечко идти в ногу со временем, как минимум, да. Ну что ж, мы благодарим вас, желаем, чтобы Библионочь прошла на ура, чтобы пришло побольше читателей, ну и, конечно, чтобы вы увидели так, обратную связь, так сказать, благодарности и добрые слова. Спасибо. Спасибо. Но есть еще кое-что, что роднит классиков с нами, простыми смертными. Да, любовь к хорошей кухне и компании за столом. Правда, если литераторы предпочитали ужины при свечах, то у нас на носу май. А это, согласитесь, совсем другая гастрономическая эпоха. Май — это время, когда город пустеет, а все самое вкусное перемещается на дачи и на природу. Это время шашлыков. И чтобы ваш первый майский выезд не превратился в кулинарную драму, прямо сейчас в рубрике «Блюдо дня» мы раскроем рецепт идеального маринада. Такого, что даже Лев Толстой отложил бы рукопись и попросил добавки. Смотрим. Уважаемые друзья, наконец-то весна, зима кончилась. И пора выходить на природу. Шашлычками, конечно.
И мы сегодня рассмотрим маринад для нашего шашлыка. В данном случае мы никогда не используем уксус, соду и так далее. То есть это классический вариант. Да? Начнем. Режем как попало. Да. Хорошенько, чтобы она стала пюре и дала свой сок и аромат. Добавим еще водички, чтобы сока было побольше. О, пошло сразу. Берем сеточку. И пропускаем через сито. Наша задача, чтобы мясо полностью взяла наш сок. А если просто пюре отправите с мясом без сетки, то она очень быстро сгорит на мангале. Это будет неприятно. И самое главное, массаж. Кто не любит массаж? Все любят массаж. Даже наш шашлык. И вот через этот массаж мы передаем всю свою любовь и нежность, чтобы удивлять наших гостей. Саму пюрешку можно использовать, уже обжаривать, а также добавлять любые фарши на пирожки, на эти. Она просто идеальна. Итак, самое главное дело мы сделали, осталось дело за малым. Горчички, как я говорил, она имеет свой вкус, а также удерживает влагу в мясе. Паприку. Паприку можно сейчас класть, да? Либо перед готовкой можно добавлять. И она тоже хорошенько поработает. Сахарку надо очень чуть-чуть, буквально щепотку, 2. Соевый соус для вкуса. Вот. Мы добавим сюда, получается, растительного масла, чтобы все вкусы у нас познакомились. Добавим соли. Вот. И самое главное, маленькие секретики. Для смягчения мяса, допустим, если мы готовим шашлык из говядины, надо добавлять туда киви. Но с ним очень осторожно, потому что она так размягчит мясо, что мясо может превратиться в кашу. Используйте поисковые агрегаты, и там все эти рецепты есть. Можете посмотреть и наслаждаться вкусным, сочным, мягким мясом. Но с сегодняшнего дня и до 14 июня в Национальном художественном музее работает выставка «ДНК клинка». Экспозиция объединила двух авторов – бурятского мастера Жикжита Байсхаланова и якутского художника костореза Романа Петрова. Выставка приурочена к Году единства народов России и Году культуры в Якутии. И один из создателей проекта сегодня у нас в гостях. Знакомьтесь, это скульптор, оружейник, заслуженный деятель искусств Забайкалья, заслуженный художник Бурятии, член гильдии оружейников Италии Жикжит Баирович Байсхаланов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как вы расшифруете название, да, выставки для наших зрителей? И что, на ваш взгляд, составляет эту духовную, культурную ДНК оружия, которую вы создаете? Ну, я бы хотел сказать, что проект действительно очень интересный. Я очень рад, что музей придумал этот проект ДНК клинка и пригласил меня в качестве первого мастера приглашенного. Вот. И
мне кажется, название ДНК клинка полностью раскрывает большую тему преемственности. Например, ДНК, я начал свое ювелирное дело от моего отца. И мой коллега и друг Роман Христофорович тоже начал от своего отца. И мне кажется, ДНК – это уже как, в первую очередь, как семейство, семейная ценность. Но и в итоге я очень рад быть сегодня послом бурятской культуры в вашей республике. И это тоже ДНК культуры. И мне кажется, название подобрано очень хорошо. И мы рады вот сейчас на этой выставке показывать сочетание двух культур и двух традиций. Мы все равно близкие, братские, родственные народы, но все равно есть разница. Да. И мне кажется, ДНК — это очень хорошее название. Название, да. Но в целом, конечно, ни для кого не секрет, что якутский нож сегодня это бренд и часть культурного кода народа Саха. Да? Как вы думаете, в чем его уникальность, отличие, да, и вообще в целом вас чем впечатляет якутский нож? Да, действительно, якутский нож — это бренд. И, во-первых, это уже признанный предмет мужского костюма, атрибута. И мы все знаем, что все охотники, все рыбаки пользуются. И мне кажется, якутский нож обладает уникальностью тем, что он создавался в реальных условиях, в реальных суровых северных условиях. Односторонняя обточка клинка, выпуклая линза с одной стороны, это дает возможность сделать действительно удобный рез. Заточка односторонняя дает возможность заточить даже на природный, найти камень, гальку, заточить в природных условиях. И, конечно же, теплая рукоять, которая действительно длинная и дает возможность работать в теплых рукавицах. Во-первых, это нож, который действительно нужен людям. И его полюбили не просто так, очень удобный нож. И, конечно, это бренд. И сегодня, вот буквально я вчера встречался с якутскими своими друзьями, кузнецами, мастерами, и мы смотрели, как куется. И вот этот дол, который куется прямо молотом, мне кажется, экономит металл, потому что это сегодня мы имеем индустриальный прорыв и имеем доступ к разным сталям. Но тогда эту руду нужно было добыть. И, мне кажется, действительно потрясающий нож, имеющий большое будущее и, конечно, огромное прошлое. Ну, вот вы работаете на стыке нескольких видов изобразительного искусства. Это скульптура, ювелирное и оружейное дело. Вот, а что для вас первично в создании предмета? Его такая утилитарная, практичная функция или все-таки такой художественный образ? Я думаю, что все-таки нож действительно должен быть хорошим. Когда мы начинали бурятское оружейное дело, когда я дома начинал, я все равно делал ножи, а потом ювелирная школа, она у меня наращивалась. И в итоге я как стараюсь расти как художник. И теперь для меня нож — это основа, это сердце ножа. А вокруг это уже как творчество мое. И одно другому действительно помогает, и невозможно акцентировать или что-то выбрать главным. Да. То есть такое сочетание. Да, симбиоз. обязательно. Все работает комплексно. И изготовив хорошую подставку для ножа или красивую рукоять, если ты не дашь акцент клинку, работа может быть потерянной. Поэтому все очень важно, все в деталях. Ну, мы знаем, что вы являетесь членом гильдии оружейников Италии, да, страны с глубочайшими традициями в этом искусстве. Да. Как вообще восточная, бурятская школа, да, назовем так, ведет диалог с западной школой в ваших произведениях, да, и что вы, возможно, приняли, да, от итальянских мастеров, что действительно сегодня в вашем творчестве присутствует? Ну, я 3 года учился в Италии и очень много езжу по европейским выставкам. И вы знаете, наверное, вот эту вот ту педантичность, то качество и уровень обработки материала, наверное, итальянские мастера, французские мастера, они, ну, это же колыбель искусства Италия. И ты это видишь. И не только в ножах, и в скульптуре. Очень много раз я был в Милане, и мой коллега и друг Фабрицио Сильвестрелли является одним из лучших оружейников Италии и пригласил меня в свою команду в гильдию оружейников.
И я думаю, что обмен культурами, и вы знаете, когда я туда приезжаю с нашими национальными ножами, для них это тоже очень интересно. Да. Потому что Европа, наверное, является сейчас... они предпочитают четкость, станки. Наверное, у них такой индустриальный прорыв прошел и к складным ножам. Но у нас в России очень развито, наверное, художественное оружие, и именно длинные клинки, большие размеры ножей. И у нас полностью ручная работа, чеканка, гравировка. А итальянцы любят станки и безупречно пользуются ими. Ну, большое вам спасибо за то, что вы посетили наш эфир. Ну и также напоминаем нашим телезрителям, что выставку ДНК клинка, которая продлится до 14 июня, можно посмотреть в Национальном художественном музее. Желаем вам творческого вдохновения и побольше интересных работ и путешествий. Спасибо большое. Спасибо. Но продолжая эту тему и путешествие по миру современного искусства, мы останавливаемся в нашей постоянной рубрике «Музейный гид». И сегодня мы знакомимся с творчеством Анны Берштейн и узнаем, как в этом мире рождается цвет. Сегодня мы поговорим об энергии цвета и формы. Яркий представитель Анна Берштейн, московский художник, которая родилась в далеком 1947 году в семье замечательных художников Макса Берштейна и Нины Ватолиной. Работы Анны Максовны хранятся во многих государственных музеях страны, в частности в Третьяковской галерее, Музее современного искусства и во многих региональных музеях. Анна Максовна – необычный человек и необычный художник. Про нее многие искусствоведы пишут, что ее полотна особенные, они заряжают энергией, они животворящие, и в этом ее особый талант. У нас в экспозиции представлено полотно Анны Максовны «Вечер в Одессе», написанное в 1985 году. Необычайно яркая работа, декоративная, эмоциональная. И Анна Максовна прошла такой долгий жизненный путь художественно. Она вырабатывала свой язык и нашла его в экспрессии. Он у ней необычный, такой выразительный, живописный микрокосм. Для нее важно не копирование действительности, а создание своего такого эмоционального начала и передача его зрителю. И вот буквально, глядя на это полотно, мы начинаем улыбаться и видим, как она накладывала эти мазки, притом очень свободно. И невольно каждый зритель начинает улыбаться и начинает раскрепощаться, начинает быть свободным, потому что в каждом вот ее таком мозаичном цвете есть вот эта сила радости. И глядя на картину, мы видим и чувствуем, вернее, эту радость, эту эмоциональность. Для Анны Максовны ведь самое важное — это внутренняя свобода человека. И действительно, она свободна, она свободный художник. И так здорово, что, придя на выставку, глядя на эту работу, начинаешь как-то по-иному смотреть на мир, мы его переосмысляем. Уходит все такое наносное, и скорее даже всего и какое-то трагичное уходит, да? И у нас в сердце появляется ощущение радости и праздника. И для нее важно движение мазка, ее движение в картине. Движение — это стратегия ее жизни. И самое важное жизненное кредо у этой художницы — это «через все радость». Они вернули яркий цвет творить манеру на пленэре. Они смешали с цветом
Свет мазками полотно одели, пейзаж весь в легких запятых, передается так движение в штрихах, как вроде бы простых, но раздающих настроение. Запечатлев реальный мир, всю мимолетность впечатлений, они, выхватывая миг, в нас плещут сонмом ощущений. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Переправа Якутск-Нижний Бестях завершила работу. Теперь транспортную связь между левым и правым берегами Лены обеспечивают суда на воздушных подушках. В столице Хивуса отправляются со станции Намыфа в 204-м микрорайоне. После закрытия переправы Павловск-Хатасы в эти выходные подушки начнут курсировать и там. Стоимость поездки осталась такой же, как и в прошлом году. Однако в период ледохода, когда в дело вступят аэроботы, цены могут колебаться. Ну, как показывает практика прошлых годов, перевозчики вынуждены увеличивать на короткий момент, буквально на пару дней, когда идет активный шугоход, они увеличивают тарифы, но это устанавливает сам перевозчик. Но связано это, конечно же, с дополнительными колоссальными затратами, с пересадками на аэроботы класса «Тайфун». Российских потребителей планируют наделить правом возвращать неподошедший товар, приобретенный на цифровой платформе, любым способом, в том числе онлайн. Такой законопроект прорабатывает Роспотребнадзор. Согласно документу, продавец на онлайн-платформах обязан разместить в публичном доступе информацию о праве потребителя на возврат товара надлежащего качества любым по усмотрению потребителя способом. Уточняется, что магазин будет иметь возможность проверить состояние возвращенного товара, при этом расходы, связанные с доставкой продавцу вещи, несет потребитель. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики обсудили в Якутске. Конференция собрала врачей, эпидемиологов, специалистов общественного здравоохранения со всего региона. Разговор шел о том, как сегодня выстраивается защита от инфекций, какие вакцины применяются, насколько они эффективны и безопасны. Медики отметили, что вакцинация остается одним из самых надежных способов предотвращения тяжелых заболеваний и осложнений. По итогам встречи специалисты обменялись опытом и обсудили практические решения, которые можно применять в работе уже сейчас. Отметим, что со следующей недели начнется Всемирная неделя иммунизации. В республике пройдет множество мероприятий, посвященных пропаганде, в том числе с помощью средств массовой информации, знания вакцинопрофилактики. Это семинары, это встреча с родителями. Будет активно проводиться иммунизация среди детей, которые имеют противопоказания. Их будут приглашать в поликлиники, выездные бригады будут работать в школах, в детских садах. И это будет способствовать тому, что охват прививками во всех возрастах у нас повысится. Якутск становится эпицентром молодежного кинематографа Арктики и Азии. Организаторы первого международного студенческого кинофестиваля «Хату-Илин» объявили о завершении приема работ. Итоги заявочной кампании впечатляют. 114 кинопроектов из 5 стран и более чем 15 регионов России. Особое внимание привлекает наша республика. От Якутии поступило более 30 заявок. Впереди у экспертной комиссии сложная работа по формированию конкурсной программы. Фестиваль пройдет в Якутске с 29 по 31 мая. В Якутии прошло открытое первенство по пулевой стрельбе на Кубок Совета ветеранов муниципального управления МВД России «Якутская». Соревнование проходило в канун 35-летия ветеранского движения МВД России и посвящено памяти подполковника полиции Анатолия Генерова. Собралось более 60 спортсменов не только из Якутска, но и из других районов республики. Первенство проходило по 3 возрастным категориям. В личном первенстве среди мужчин и женщин, молодые ветераны до 50, ветераны до 60 и суперветераны, которые старше 70 лет. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Уже завтра, в субботу, цифровой мир вырвется за пределы экранов. В квартале труда стартует не просто конференция, а масштабное IT-событие с 4 этажами активности. 60 спикеров, стендап и рок-концерт. Кажется, IT-сообщество решило показать, что умеет не только писать код. Как создавалась такая многогранная программа и чего ждать участникам? На эти вопросы ответит организатор фестиваля Петр Лукачевский. Петр, доброе утро. Доброе утро.
Сразу к теме фестиваля, да, 60 спикеров. И все в один день, в одном помещении, да. Успеют ли люди, которые, возможно, уже желают подойти, да, пройти все и увидеть все? Но у нас, получается, концепция немножко такая вот интересная, да, как конструктор. Да. Мы арендовали весь квартал труда. В рамках квартала труда одновременно будет идти 60 мероприятий, можно так сказать. Да. И, соответственно, каждый человек может найти для себя что-то нужное, для себя важное. Да, и таким образом собрать для себя какой-то определенный путь. Если человек хочет только войти, да, узнать, что такое IT, то, соответственно, идет это по части вот, профессии. Да. А если что-то уже такое хардкорное, как говорится, да, то, соответственно, идет уже смотреть про кодинг. Да? А если человек творческий, то, соответственно, может нейросети, дизайн и так далее. Угу. Ну вот давайте пробежимся по заголовкам, я их зачитаю. «Смерть фронтенда», «Сварщики в IT», «Как цинично выбрать жену с помощью Матана». Достаточно такие вызывающие названия, да? О чем на самом деле будут говорить эти люди? Ну, смотрите, получается, мы в первую очередь решили немножко отойти от академических названий, чтобы было все-таки в первую очередь интересно людям, да? И в то же время это охватывает боль непосредственно самих спикеров, да? Как они проходили эти пути, да? Как они использовали, допустим, какие-то определенные аналитические моменты, да, в жизни, да? Какие-то вот, какой-то опыт в рамках IT получили и ее используют в жизни вот в таком формате. То есть вот как цинично выбрать жену с помощью Матана, это на личном примере спикер будет рассказывать, да? Ну вот это вот посмотрим как раз таки. Мне самому тоже интересно, да? Мне кажется, человек использовал прям хорошие математические, как говорится, аналитические моменты, чтобы найти свою жену. И, надеюсь, жену еще покажет. Вот это классно было бы. Я не удивлюсь, потому что математика, она в основе всего вообще. Да. Ну, а если, допустим, вот я, человек, которого вообще ничего не понимает в IT, в первый раз об этом слышу, вижу, что мне там будет интересно? Сразу скажу, там очень много интересного будет. Да? Допустим, к примеру, если вы любите игры, да, допустим, возьмем, да, там целая сессия будет по части игр, да, целый этаж, связанный с играми. Да. Также, получается, если вам нужны моменты, связанные с психологией, да, очень важные моменты, вот, выгорание не только вот у айтишников, но у всех многие проходят, да, когда много работают люди, там будет клинический психолог, и можно прийти, послушать, и она дает классные советы, что делать. Да. Ну, вообще, если не знаете, что такое IT, но слышали про это, то, мне кажется, стоит вам прийти в любом случае. Ну вот у вас в программе есть спикеры, которые, например, бросили балет или зимовали в Антарктиде. Вот, ну, самый близкий нам пример — это наш коллега Павел Танин. Да? Мы его знаем как отличного ведущего, а он, оказывается, еще и теперь в IT. Да? Да. Вот Паша серьезно пишет техзадания, анализирует процессы. Вот реально ли простому человеку, вот, допустим, гуманитарию до мозга костей, вот, добиться хороших результатов в IT? Да, конечно. Ну, смотрите, получается, IT же это не только вот, программисты. Да? IT в наше время это все практически, да. Начиная, получается, вот коммуникации, именно вот общение с людьми, да, работать с программами, работать с людьми, работать, как говорится, с проектами, да, это там разный опыт нужен у человека. Возможно, какие-то гуманитарные моменты очень сильно помогают многим людям. Но и в то же время, вот опять же, взять дизайнеров, они, по идее, айтишники, но они в то же время художники, как бы, да. Поэтому вполне нормально, на мой взгляд. Нормальное это сочетание такое, да? Ну, мы, возможно, Паша Танин в скором времени в эфире расскажет, как он вообще работает в этой сфере, потому что он действительно же сам зачастую большую часть знаний получает самостоятельно, то есть самообразование, так сказать, и у него все отлично получается, да? Хорошо, ну а мы движемся далее, у нас еще будет интересная часть программы, это стендап. Вот давайте поговорим про это, кто приедет и какие будут интересные моменты, связанные с этим выступлением. Ну, к нам приезжает Ерлан Мурзалин, очень классный, очень клевый, как говорится, стендапер, блогер, да, очень известный именно вот в IT-сфере, и не только в корпоративной сфере, он еще известен, да, и это он будет нашим хедлайнером, и очень мне самому интересно, как он будет выступать и что расскажет интересного, да, и надеюсь, всем понравится. Ну, то есть это тоже будет связано с IT-сферой, естественно. Конечно, конечно. Ну и такой вопрос, кто может принять участие в конференции, и вот есть ли какой-то подвох, если, как понимаю, все бесплатно? Все бесплатно. Ну, смотрите, получается, могут
прийти поучаствовать все, да, для нас и для нашего титульного партнера, да, очень важной составляющей является именно инвестирование, как говорится, в нашу республику, да. Соответственно, мероприятие абсолютно, как говорится, практически социально бесплатное, да. Любой человек может прийти, получить это вдохновение, получить мотивацию и идти дальше и развивать, как говорится, нашу республику, да. Это очень важная составляющая, в которую мы идем, и поэтому мероприятие абсолютно бесплатное, и ребятам нужно будет просто зарегистрироваться на сайте, и все. Ну и окончанием всего праздника будет такой рок-концерт, где тоже будут участвовать молодые, да, такие, может быть, малоизвестные, Ну, да, и плюс группы, именитые да, тоже. ну и именитые тоже будут, да. Можно здорово провести время не только с пользой, но еще и получить удовольствие от выступления артистов, да? Да, все верно. Получается, у нас в конце конечная, как говорится, вишенка на торте — это концерт, и надеюсь, всем понравится. Спасибо большое. Спасибо. Ну, Петр, мы желаем вам успехов, да, желаем, чтобы ваш фестиваль прошел очень в таком масштабном, на самом деле, фестивале, чтобы все были довольны. Спасибо большое. Ну, а в целом, конечно, у нас насыщенные выходные. Выбирайте сами, что посетить. Ярмарку профессий, IT-фестиваль, либо, возможно, посетить музей или библиотеку. На этом у нас все. Увидимся уже в понедельник в 7:00. Доброго всем утра. Пока.